у Вансурского Аймака музыкально-драматический театр «Айрат» имени Цера, город Улан-Удэ, Монголия. Поприветствуем наших гостей. Переходим к следующему вопросу повестки дня нашего съезда. О внесении изменений в устав Хакасского регионального общественного движения хакасского народа слово предоставляется Сайбаракову Николаю Накиничу. Дорогие делегаты съезда, со времени принятия устава Хакасского регионального общественного движения хакасского народа прошло уже несколько лет. Он был первоначально принят на конференции в 2002 году, затем в него вносились изменения в 2003, 2006 и 2011 году. И вот за это время, естественно, некоторые положения необходимо привести уже в соответствие с новыми реалиями. Вот поэтому на ваш суд выносится предложение о внесении изменений в несколько пунктов устава. Вот в пункте 5.4 устава говорится о праве съезда об избрании Республиканского совета старейшин. Здесь же говорится о том, что съезд определяет количественный состав Республиканского совета старейшин и количественный состав кандидатов в совет старейшин. Но вот если о том, что съезд определяет не только количественный состав, но и избирает Республиканский совет старейшин, сказано, но не говорится о том, что он избирает также кандидатов в его состав. Вот первое предложение заключается в том, чтобы вы обсудили и одобрили дополнение в устав. Положение о том, что съезд вправе избирать не только Республиканский совет старейшин, но и кандидатов в его состав. Уважаемые делегаты, в соответствии с уставом совет старейшин избирается 55 членов совета старейшин. Изменения, которые предлагает внести в устав Николай Никентьевич, означают, что совет старейшин будет состоять из 55 членов совета старейшин и 10 человек, кандидатов в члены совета старейшин. Это связано с тем, что промежуток между съездами 5 лет, у нас ситуация, когда люди выезжают за пределы, уходят люди. И для того, чтобы наш совет старейшин имел полное количество участников, мы из этих кандидатов будем избирать в состав совета, из кандидатов переводить в состав совета. Вот смысл поправки, которую вносит Николай Накинич. Есть вопросы? Кто за то, чтобы изменения в устав внести? Прошу проголосовать. Кто за? Спасибо. Кто против? Кто воздержался? Принимается. Дальше, Николай Николаевич. Спасибо, Петр Иванович. Второе предложение состоит в следующем. В пункте 5.8 устава говорится о том, что решения съезда принимаются открытым голосованием, причем простым большинством голосов. И далее говорится о том, что решения, относящиеся к исключительной компетенции съезда, принимаются квалифицированным большинством голосов делегатов, также открытым голосованием. Вот здесь две проблемы возникли. Возникает в ряде случаев необходимость в закрытом или тайном голосовании. Вот одно из предложений заключается в том, чтобы дополнить пункт 5.8, чтобы решения съезда принимались не только открытым, но и была возможность принимать закрытым или тайным голосованием.
И второе предложение вот в этом же пункте 5.8. Здесь нет расшифровки, что понимается под квалифицированным большинством голосов. Каждый может подумать о своем, да? Поэтому предлагается под квалифицированным большинством понимать 2/3 от числа присутствующих депутатов. И простое большинство голосов, как записано вот в действующем уставе, это простое более половины от числа присутствующих депутатов, а квалифицированное большинство предлагается дополнить 2/3 от числа присутствующих депутатов. Понятно? Да, делегаты. Делегаты. Уважаемые делегаты, смысл поправки, которая вносится в устав, понятен? Кто за то, чтобы предложение Николая Иннокентьевича, прошу голосовать. Кто против, воздержался, принимается. Пожалуйста, Николай Иннокентьевич. Так, ну и последняя поправка, которая родилась в недрах президиума. Так, это поправка к пункту 6.3 устава. Ну, прежде надо сказать о том, что к ведению съезда относится избрание Республиканского совета старейшин, всех членов, 55, да, 55 членов и 10 кандидатов в его состав. Вот. А вопрос об избрании иных структурных подразделений Совета старейшин, членов президиума и так далее относится к компетенции и председателя, и секретаря, относится к компетенции уже самого Совета старейшин. И вот предлагается, вот уже с учетом новых реалий, внести поправку в пункт 6.3 о полномочиях Республиканского совета старейшин. Там записано следующее. Вот к одному из полномочий, там их несколько, относятся следующее. Выборы членов президиума, председателя, заместителей председателя, ответственного секретаря Республиканского совета старейшин. Да? Предлагается внести дополнение в это положение и фразу построить таким образом. Полномочиям Республиканского совета старейшин, но наряду с иными полномочиями в этом абзаце относятся выборы членов президиума, председателя, в скобочках, сопредседателя или почетного председателя, заместителей председателя и по тексту. Спасибо. Смысл поправки понятен? Николай Иннокентьевич. Только оставить председателя. Если предлагается сопредседатель, то нужно иметь несколько сопредседателей, 2 или 3, а тогда никакого председателя не нужно. Сопредседатель подразумевает собой несколько председателей с одинаковыми правами. Вот как раз по поводу того, что в единственном или множественном числе, вот, когда обсуждался этот вопрос, здесь, да, есть такие тонкости, и вот на президиуме там решили, что окончательно вот выборы, значит, сопредседателей, ну, речь идет не об одном, а о выборах сопредседателей, может быть, почетного председателя, и вот этот вопрос будет как бы еще дополнительно изучен и решен на Совете старейшин. А сейчас вот, записать в уставе это положение, дать возможность Совету старейшин поработать над этим положением. Может быть, даже и не будет принято решение о сопредседателях, а останется все как есть. А может быть, возникнет необходимость воспользоваться этой нормой о сопредседателях или о почетном председателе. Значит, мы немножко расширяем здесь пункт. Предоставляем право Республиканскому совету старейшин
выбрать, допустим, председателя. А если есть необходимость, можно выбрать сопредседателей, которые потом полномочия будут четко разграничены уже на заседании Совета Старейшин. Потребуется, может быть, и почетного председателя. То есть речь идет об этом, что расширяется полномочия Республиканского Совета Старейшин. Я думаю, здесь все понятно. Это будет при необходимости. Это не значит, что мы вводим такой порядок, и он постоянно будет. А при необходимости возникнет такая ситуация, значит, Совет Старейшин республиканский будет иметь такое право. Поэтому прошу вопросы. Есть заместители. По опыту других регионов, других областей, там выбираются и сопредседатели, и почетные председатели, и прочее. Мы просто расширяем такую возможность предоставляем нашей республиканской встрече. Я думаю, здесь очень все понятно. Так, пожалуйста, замечания есть? Есть предложение проголосовать за эту поправку. Прошу голосовать. Прошу опустить. Против. Воздержался. Принимается. Эти вопросы мы выносим. Так, пожалуйста, вопросы. Все, пожалуйста. Владислав Михайлович, вопрос с места. Сегодня вот одно из предложений было о том, чтобы съезд собирать раз в 3 года. Потому что опасно, что я, например, через 5 лет не буду его знать. И есть возможность У нас по уставу определено, что мы имеем право собирать, может быть, и через год. Есть острые вопросы, есть проблемы, которые надо решать с общим составом совета, скажем, на съезде. Мы можем и через год, и через 2, и через 3. А порядок, общий порядок через 5 лет. Поэтому у нас было, когда мы в 90-х годах проводили и через год, и через 2, и в результате вытаскивали на съезд такую мелочь, ради которых не стоило это и собираться. Поэтому у нас есть нормальный такой люфт создан. В принципе, собираются 5 лет, но могут и проводиться раньше, чаще. Так, пожалуйста, сейчас. Уважаемые делегаты, нам необходимо избрать новый состав Республиканского Совета Старейшин и ревизионную комиссию. Предлагается избрать новые составы Республиканского Совета Старейшин и ревизионной комиссии тайным голосованием. Кто? Открыто. Поступило второе предложение, открыто. По мере поступления буду ставить на голосование. Счетную комиссию, пожалуйста, посчитайте. Счетная комиссия в зале. Ставится на голосование вопрос о том, что избрать новый состав Республиканского Совета Старейшин и ревизионную комиссию тайным голосованием. Прошу проголосовать. Тайно. Кто за? Не открывайте. Поддержите, пожалуйста, пусть посчитают. счетную комиссию вы рассыпьте. Счетная комиссия считает. Конечно, надо. Тайно тоже Товарищи, вот исходя из опыта прошлых съездов, да, когда у нас на съезде была неразбериха, и очень трудно подсчитать голоса за, против, воздержался и все прочее. В этом году мы, чтобы ускорить процесс голосования, мы собрали представителей всех районных и городских советов старейшин, наметили, предложили состав Республиканского Совета Старейшин и подготовили, согласовали весь этот список и подготовили бюллетень, который вам надо так. Есть 155 членов, считаете, что там недостоин, вычеркиваете, скажем, вот так, таким образом получаете бюллетени, и быстрее там у нас все пойдет.
Значит, то же самое ревизионная комиссия. И просчитать проще. Я думаю, мы все это за 20 минут каких-то уложим. А разведем снова, как в прошлом съезде, мы специально уходим, исходя из опыта вот такого. Поэтому есть предложение все-таки, поскольку у нас все подготовлено, бюллетени все подготовлены, все состав ревизионной комиссии Республиканского совета старейшин согласован со всеми делегациями районов и городов. Поэтому есть предложение все-таки так провести тайное голосование. Прошу голосовать. Кто за? Нет, нет. Прошу опустить. Не считать. Кто за? Прошу голосовать. Кто не посчитали это. Большинство. Нет. Нет. Хорошо, против давайте. Кто против? Да. Против тайного голосования. Открыто надо. Открытым голосование надо делать. Открыто голосование. Открытое голосование. Здесь никакой тайны нету. Конечно. Большинство голосов открытым голосованием. Блок, вот там блок, некоторые станции ставят, вот блок, вот. Счетная комиссия. Результаты. Понимаете? Ровное количество. И так, и так. Вообще математика. Что такое? Да не посчитай. Это визуально посчитай как-то. Но Сейчас у нас равное количество получается, поэтому давайте еще раз проголосуем. Счетная комиссия пошла работать. Владислав Михайлович, Кто? вот Да. эти экраны, у вас уже список готов. Вот блок один, открыто проголосовали, посчитали. Вот это, сочетали. Да здесь у нас счетная комиссия, на нее разделено все по секторам, поэтому здесь все есть. Так, Вы там 12 человек. распределилась счетная комиссия? Распределили. Счетная комиссия потом собирать детей. Валерий Матвеевич, готов? Чуринка никому. Все. Значит, еще раз запускаем, поскольку равные голоса. Кто за то, чтобы провести голосование закрытым тайным голосованием, прошу голосовать. Говорит, нет. Вот эти Да, голубые счетная хотят комиссия мутить. Прямо в деле. да ну, они тайно будут делать. Так нет. Почему вам дадут список? Да, вот это. А сейчас вы будете обсуждать Они сейчас что до комиссии припрыгнут. до ночи сидеть. Там все равно уже все припрыгнут. О, видишь, как бы, да? Вместе же. Одинаково. Цены коммунизма. Держится 5 лет солнца. Здесь показывают съезд китайского народа. Съезд показывают Государственную Думу Российской Федерации. Вот так вот надо работать. Хорошо. Просчитали
Значит, кто за то, чтобы провести Ой, а голосование сколько открытым способом? Прошу голосовать. Большинство. Там уже видно, что большинство. По рукам, ребят. Они не сочетают. Так видно, что открытым больше голосуют. Открытым больше. Рассчитайте время, Шать. Вы бы уже проголосовали давно. В 2 часа ночи домой приедем. Сами выбивал, все равно видно, что открытым-то больше голосуют. Нам и тот сверху видать. Всех. Товарищ Витюк, общая комиссия у вас есть. Вычислите, кто проголосовал больше. Все, останется большинство. Алексей. Вот замолвишь. Значит, разрешите гласить, значит, что у нас получается. За закрытое голосование 152 делегата, за открытое 141. Что вы говорите? Да невозможно, вы что это? Перебор. Прекращаем. Значит, принимаем решение, проводим тайное голосование. Значит, проводим процедуру. Теперь кто у нас? Доможаков Валерий Матвеевич, иди сюда. Парадокс.